Надо что-то с ценой делать. Людям дорого, не у всех есть возможность купить. Сливочное масло как роскошь, а мясо вообще за гранью мечты. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что будет с ценами на продукты питания в будущем. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Стремительный рост цен на продукты питания в Таджикистане, беднейшем государстве Центральной Азии, ввергает все больше людей в крайнюю нищету. Многие семьи вынуждены покупать только самые основные продукты питания. По оценкам, треть населения страны страдает от недоедания. Например, на ужин Азода готовит манты, популярное на Востоке блюдо из теста и мяса, но вместо начинки из фарша у нее порезанные кубиками лук и картофель. Мои дети жаловались, что мы все время едим манты с тыквой, поэтому в этот раз я кладу картошку. Мы больше не можем позволить себе мясо, объясняет Азода, мать 4 детей из Сагдийской области Таджикистана. Мы выживаем за счет хлеба, макарон, тыквы и картофеля. Завтрак семьи – это, как правило, хлеб и чай с сахаром. Исключения бывают лишь в день после зарплаты, когда школьная учительница может позволить потратить деньги на яйца и сосиски для детей. И эта семья не является чисто примером для журналистов или постановочной сценой. Так живет основное население Таджикистана. Масло, сливочное масло – это роскошь, о которой я и думать не смею. Я больше не хожу на ряды на базаре, говорит Азода. В этом году у людей стало намного меньше денег. Таджикистан является беднейшей страной Центральной Азии. Она сталкивается с резким ростом цен на продовольствие. Инфляция жестко бьет по населению. Многие семьи вынуждены отказаться от жизненно важных продуктов питания и покупать только то, что они могут приобрести. И это тревожная тенденция для страны, в которой, по оценкам, треть населения страдает от недоедания. По данным Всемирной продовольственной программы, 47% населения Таджикистана живет менее чем на 1,33 $1,33 в день, и по оценкам 30% населения хронически недоедает. А как у вас обстоят дела? Свои ответы пишите нам в комментариях. Пандемия коронавируса привела к скачку цен на продукты питания во многих странах. Это объясняется закрытием границ, ограничением движения транспорта и нарушением устоявшихся схем импорта и экспорта. Таджикистан пострадал особенно сильно. У миллионов домохозяйств в стране, зависящей от денежных переводов, исчез основной источник дохода, поскольку многие трудовые мигранты в этом году не смогли отправиться на заработки в Россию и Казахстан. По данным Министерства труда, количество таджикских мигрантов, выехавших на заработки за границу в 2020 году, уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 57%. Даже те, кому удалось выехать, столкнулись с сокращением доходов из-за коронавирусных ограничений в принимающих странах. Такое повышение цен серьезно влияет на семьи простых таджикистанцев. Средняя заработная плата в стране составляет около $160, а пенсия $33, и это с учетом недавнего повышения. Большинство таджикистанцев, в том числе и горожане, покупают продукты на рынках, где цены ниже, чем в супермаркетах. На базаре покупатели, как правило, могут торговаться. Цены на продукты питания различаются в разных регионах, а иногда даже на разных рынках одного и того же города. Потребители жалуются, что цены постоянно меняются, и едва ли не каждую неделю, и растут без предупреждения или объяснения причин. Овощи и фрукты обычно дешевеют в сезон сбора урожая. Многие потребители говорят, что они все чаще вынуждены покупать более дешевые и нездоровые продукты, например, брать вместо подсолнечного масла хлопковое. Жизнь тяжелая, жена иногда бурчит на меня, ругается, говорит, то на это не хватает, то на то. Некоторые жители предлагают властям открывать продовольственные магазины с субсидируемыми ценами, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Правительство должно прислушиваться к людям, к настоящим людям, говорит журналист из Кулябского района. Вы можете видеть изобилие еды на базарах. Да, вы видите, как люди покупают товары, и некоторые даже не смотрят на цены. Но это не большинство. Любой, кто говорит, что большинство таджиков едят досыта, оторван от реальности и понятия не имеет, что происходит, заключает он. Также ожидается повышение цены к Новому году, и если раньше люди могли накрыть хоть раз в год пышный стол с мясом, то теперь ему придется похудеть чуть ли не в 2 раза. Недавнее повышение цен, к сожалению, в этом году было не последним. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!